То, что нам Бог дал, на нашей территории растет марихуана. Издревле наши предки пользовались, употребляли марихуану, кокнар. Но, учитывая мировой опыт, это сейчас все стоит под запретом. Поэтому я категорически не могу утверждать, что марихуана, например, легализовать ее на территории Казахстана, что ее стоит. Ну, надо подходить, как говорится, более гибче. Почему? Потому что в любом случае марихуану употребляли и будут употреблять. Даже так, да? Так, в любом случае. Но сейчас, допустим, идешь в какие-то дворы, даже некоторые, можно сказать, государственные учреждения проходишь, и специфический запах марихуаны чувствуется. Будьте добры, потом назовите адреса. Да, адреса, это же потом отдельный разговор. Поэтому мое личное мнение, данный вопрос нужно в любом случае поднимать. Вот эти развитые страны, как вы уже сказали, вот Америка, Голландия, Швейцария, страны Золотого треугольника, Таиланд и так далее и тому подобное, то, что они легализовали, с одной стороны, они не хотят, чтобы их население употребляло синтетические наркотики. Поэтому они дают им выбор. Пожалуйста, приходите в кофешоп или как там можно назвать, например, здесь употребляйте. Вот вышел за грань, за забор, все, его привлекают. А внутри, пожалуйста, он не нарушает спокойно. Поэтому я считаю, что нужно данный вопрос в любом случае посмотреть. Сейчас уже время меняется, все меняется. Я понимаю рекомендации ВОЗ, но сейчас, если смотреть на последнюю общественно-политическую ситуацию в мире, у ВОЗ сейчас непонятная сама ситуация. Поэтому сейчас, может быть, совсем уже будут по-другому.